суверенитету, значит, начиная с военных лет. Как только война началась, взялись за оружие и с тех пор борются. Именно в отношении этих лиц эти санкции применены. Понимаете? Вот об этом надо говорить, я на это хочу обратить внимание. То есть произошла смена ориентиров. И это очень важно подчеркнуть. Я думаю, что это очень важно. Понятно, что вам. Где отдельное происшествие на территории Республики Абхазия дает оценку Следственный комитет Российской Федерации. Такой факт у нас тоже имеется. Это о чем говорит? О том, что органы государственной власти Абхазии неправильно оценивают ситуацию. Наша МВД, прокуратура, СКБ даже не оценивают ситуацию верно. Так получается. Мне трудно об этом судить. Так получается, понимаете? То есть правоохранительные органы Абхазии по этому факту решения не принимают, а Российская Федерация принимает. Ну как это называется? Тоже надо какая-то реакция должна быть. Когда будете говорить с исполнительной властью, то это тоже я рекомендую обратить внимание. Понимаете, это тоже нездоровые какие-то признаки, понимаете? Это в любом случае. Да, вот это тоже обратите внимание, пожалуйста. Я хотел бы... Парламент как площадку, с которой мы хотим начать задавать вопросы по сегодняшней ситуации, с которой складывается внутри Абхазии и вокруг Абхазии. И на этой встрече было подчеркнуто, что в принципе, да, есть у нас один вопрос к парламенту, это их реакция по поводу, ваша реакция по поводу того, что вашего коллегу лишили гражданства. Это, значит, все-таки политический акт, на который парламент должен будет прореагировать, как мы считаем. А в остальном мы считали, что парламентская площадка самая удобная для того, чтобы задать вопросы исполнительной власти, на которую, кстати, все ссылаются, да, то есть и когда были выборы, ссылались, что исполнительная власть должна реагировать, МИД, СГБ, об этом говорил избранный президент, и мы рассматривали, так как у нас парламент общенародная площадка, на которой мы бы хотели видеть представителей исполнительной власти, которым мы бы задали эти вопросы конкретные. И хотели бы знать их реакцию. Поэтому с нами согласился спикер парламента, и мы, так сказать, вот сегодня здесь и находимся. Как в дальнейшем построить этот диалог именно с исполнительной властью, потому что это общенародный вопрос. Это не касается одного-двух деятелей общественно-политических. Круг расширяется. Депортированных представителей нашей диаспоры становится все больше и больше. Вот и пока мы этот вопрос обсуждали, появилась еще новая форма, это как иноагент, представителю на наших СМИ. Вот. И поэтому, чтобы сделать это общенародным таким обсуждением, и конкретные ответственные люди, которые должны защищать права своих граждан, МИД на внешнем контуре должен защищать права своих граждан, СГБ на внутреннем и так далее, президент и так далее. И поэтому мы, если в дальнейшем мы-то сегодня свою точку зрения выскажем, до них может дойдет, а может нет, просто играть в молчанку, мы задаем вопросы, а представители исполнительной власти будут молчать и не реагировать. Ну, вы знаете, как у нас других инструментов, кроме парламента, нету, с ними построить диалог. Да. Защищать абхазская власть в лице исполнительной власти, МИД, СГБ. Мы, так скажем, таким образом, да, что мы создавали, да, ветераны, я имею в виду нас всех ветеранов, создавали это государство именно для того, чтобы оно защищало наши интересы. Понимаете? И без поддержки абхазского государства я не могу защищать свои интересы в Российской Федерации. Не могу. У меня нету таких ни сил, ни возможности этого делать. А для чего мы воевали, для чего мы создавали государство, если каждый из нас должен свои интересы самостоятельно защищать?
А что должен делать МИД в это время? Что должно делать СКБ в это, если не защищать своих ветеранов? Что они должны делать? Прятаться от, значит, этой ситуации? Если нам скажут, что есть какие-то обвинения в нашу сторону, которые может Россия предъявить, если у нас были бы взаимоотношения с Россией, я хотел бы обратить на это внимание, что в присланном нам извещении говорится исключительно о событиях, которые происходят в Абхазии. И нам так и было там написано, предъявляется за то, что произошло в Абхазии, напряженность Российской Федерации. Поэтому, если абхазская власть, которая должна свою принципиальную позицию по этому поводу не выскажет, то это становится совершенно бесполезным. Почему я и не обращаюсь в суд? Потому что все претензии к нам, они на уровне абхазской власти. На территориально все происходит в нашей республике. И поэтому я считаю, без того, что наша власть признает те события, которые были, как сделала российская власть, она это сделала устами очень высокопоставленных чиновников, Сергеем Кириенко и Александром Новиком, да? Они сказали о том, что соглашение не учитывало интересы абхазского бизнеса, абхазской власти, то есть абхазских граждан. Это было подчеркнуто, что следующее соглашение должно учитывать интересы абхазского народа и абхазского населения. Это очень четко было сказано. То есть российская сторона, если мы говорим о двухсторонних взаимоотношениях, она признала, что соглашение, по поводу которого состоялся митинг и последующие события отставки президента и премьер-министра, что это соглашение не отвечало интересам абхазского народа и абхазских граждан. Поэтому говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку, она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных там, факторы, где происходят депортации. Это, кстати, Кучба – это один из активных участников этого процесса, который с точки зрения молодежи выступал против этого соглашения. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства, что она признает то, что эти события не были беспочвенны, что это соглашение не учитывало, уже российская сторона это признала, не учитывала интересы абхазского народа, абхазских граждан, и поэтому последующие события, обвинения в том, что мы, так скажем, создаем, дестабилизируем ситуацию в Республике Абхазия, они беспочвенны. Поэтому нам кажется, что именно отсылка к компетенции Российской Федерации неправильная. Она совершенно неправильная, потому что четко написано, что не взаимоотношения как граждан России у нас произошли эти события, а именно из-за событий в Абхазии. Поэтому, в конце концов, надо дать уже оценку этим событиям. И, насколько мы знаем, ни один из кандидатов в президенты не шел с этой повесткой по инвестициям. Ни на одном выступлении было не сказано, что вот мы дальше будем продолжать. Значит, эту оценку дал уже абхазский народ.
абхазский народ дал этому инвестиционному соглашению оценку. Теперь мы хотим из уст исполнительной власти сегодня услышать то же самое. И пусть они защищают в дальнейшем наши интересы. На взаимоотношении выступают политики и так далее. И было сказано о том, что нет доказательств. Он сам говорил о том, что таких доказательств нету. Но если мы понимаем, как работает правоохранительная система, если заявку такую делает официальное лицо, ее надо, естественно, проверить и так далее, и так далее. То есть мы сейчас в данной ситуации требуем законности в отношении всех, потому что никакой такой деятельности антироссийской или подрывной в отношении Республики Абхазия никто из нас не вел. Понимаете, то есть была такая практика, бездоказательно, с помощью черного пиара, с помощью анонимных каналов, можно было обливать грязью, понимаете, и мы не могли бы достучаться, как сосудник, к кому обращаться за своими правами. Вы, как законодательный орган, должны продумать, мне так кажется, механизмы нашей защиты всех граждан Абхазии, которых вот так обливают грязью и незаконно обвиняют, понимаете? Это делали официальные лица. Понимаете? Если такая практика продолжится, когда официальные лица, президент, исполняющие функции министров и так далее, СГБ, они же занимались вот этим, они не бездоказательно обвиняли людей. Бездоказательно. Кто это, и я к чему говорю? И этот весь процесс, опять же, может привести к таким же эксцессам, к таким же волнениям и так далее. То есть, если эта практика будет продолжена. Поэтому наше предложение, давайте начнем с гаранта Конституции. Давайте проведем, не знаю, вы его пригласите сюда, мы туда пойдем. Давайте встречу с ним организуем и спросим, собирается ли он дальше эту линию, которую вел экс-президент, проводить, или мы переворачиваем эту страницу и начинаем по закону работать, где верховенство закона первым долгом. Вот у меня такое предложение. Идите сами защищать. Неправда, я не извини, пожалуйста. Не так сказал. Мы можем защититься, можем не защититься, можем мы с ума сошли. Но это следственная связь такая, это череда вещей, которая произошла. Понимаешь, это не просто рядовой случай. Ты посмотри каждого отдельно взятый случай. Это люди, которые борются за независимость, за укрепление суверенитета Абхазии, извини меня. Это что, рядовой случай? Мы с Ливаном что-то пришли в Абхазии, спрятались и там наговариваем на Россию или на руководителей России, что ли? Или как-то неправильно себя ведем, что ли? Нет. Я больше вам другое хочу сказать. Здесь я вообще другое вижу. Вот вспомните выборы наши, 28 число. Пусть никто не обижается, потом рога и копыта настаивает на все мои высказывания. Все другие нации в автобусами завозили в Абхазию. Что сделали с нашими репатриантами? Это что такое? Почему до сих пор выбранный президент не прокомментировал это? Я не говорю о том, что там не дали открыть. Им не дали заехать. Слушайте, все это время худо, бедно, могут где-то правильно потратили деньги, может где-то неправильно, но сама суть была о репатриации, о возвращении наших граждан, наших абхазов к себе на родину. У нас другой родины нет, у них другой родины нет, кроме Абхазии. Все народы, которые здесь живут, у каждого есть своя родина где-то. Но у абхазов только эта родина, нам деваться некуда. Эту ситуацию создали с репатриантами. Дальше вам скажу. Вот Беслан, здесь Виктор сидит, вот Тимур Шергели, я сейчас не помню, кто в этом участвовал. Очень хороший закон, вы помните, вы тоже участвовали, Дауд Витальевич, по самозаказским абхазам. Мы приняли закон? Приняли. Сколько? Больше года
исполнительная власть до сих пор не сделала подзаконный акт, как должен этот закон работать. То есть этот закон не работает по самозабранским Абхазиям. Сейчас нам предлагают вообще забыть наших абхазов, репатриантов. Это я так вижу. Никто из наших, значит, деятелей, великих, есть мыслителей политических, которые при власти, все молчат. Слушайте, я 10 лет, не дай Бог, такая ситуация произошла бы, вся Абхазия на ушах стояла. Не так, Вадим Николаевич? 10 лет назад, 15 лет назад, если вот такое произошло бы с репатриантами, вы чего слушаете? Поехали, президент звонил бы, премьер звонил бы, МИД на ушах стоял бы, что случилось, в чем дело? Ахи, их але, их отце, хавайвер. Нет, как будто ничего не произошло. Что происходит? Кто сдает нашу нацию? Кто сдает нашу страну? Кто непонятно для себя вмешался в эти игры? Может, он может ему помочь на дворе? Айхатвара, Ицхрау. Может, Абнадула Хаза Ригат, Ханада Азавара, сказала. Варахид Гула Ицхрау, Ризу Зерберку. Ва Галар Зара Хазбан, подзаконный акт, Яхау Гранза Руслан Николаевич. Больше года. Они это подзаконный акт не делают, без подзаконного акта закон не может работать. То есть мы это сделали, мы на самом деле великую вещь, мы этот закон приняли, подзаконный акт не готовили. Сейчас наших репатриантов не пускают в Абхазию. Вот, наверное, Николаевич потом сам скажет. Извините, если Игнал хотел, я его перебил. Берем. Давай по ситуации. Лишен гражданства за некие действия депутат парламента. Фамилия, имя не будем говорить. Вообще нонсенс. Депутат парламента, да. От союзного братского государства. Где МИД? Все оставим. МИД где? Ну я спрашиваю. Вот здесь Дауд правильно говорил. По законодательству он как председатель комитета, он в ранге вице-премьера. Не будем именно говорить, тот депутат, который лишен рамки министра. То есть министра в Абхазии лишили гражданства. Наказали. Персональные санкции ввели, МИД Абхазии молчит. Это что? Это Я про это и говорю, что отсутствие вообще... Не сдача интересов Абхазии. Как это больше называется? Объясните. Это сдача интересов абхазского государства. Другого определения нет. Мог некий, фамилию, имя не будем говорить, какой-то человек, житель из Абхазии, был лишен. Еще надо посмотреть, почему, что разобраться. Конституция говорит, любой гражданин Абхазии, имеющий иное гражданство, перед Богом рассматривается как гражданин Абхазии, и его интересы защищаются даже на Марсе и на Луне. Уже не буду об остальном говорить. Да? А здесь мы говорим, министра решили, Сергей Шанков в этом не увидел ничего. У меня О чем вы говорите? Да. Может, я самый плохой в этом парламенте, может, меня не заслужил. Но значит, народ, который меня избрал, был идиотом, меня ни за что, незаслуженно сюда избрали. Это значит крест и мне это крест я буду носить. Но я избранный. Мне народ сюда делегировал представлять интересы народа Абхазии. И Сергей Шамбов в этом ничего не увидел. Он говорит, я не буду, потому что Шургали не хочет, чтобы я написал. Не за то, что не нужно, потому что Шургали не хочет, оказывается. Я же говорю, наши министры, когда ложатся, говорят, вот что у них происходит, слушай. У меня предложение. Одно дело. Есть, наверное, самый главный вопрос, это моральный. Да, я как-то переживу там с этим статусом, да, иноагента, я как-то, может, переживу.
речь идет о совершенно другом. Вот меня в пятницу объявили агентом, это буквально там, я не знаю, в 4-5 вечера. Уже там к вечеру, к ночи этого дня мне сразу несколько адвокатских контор российских предложили свою бесплатную помощь. Я не знаю, там какая мотивация может быть, но хотя там в документе отчетливо написано, что речь идет об абхазском журналисте и политологе. То есть ни одна абхазская власть до сих пор, ни один министр, ни один чиновник и никто не позвонил, не спросил нам, какая помощь нужна. Ну, то есть вообще какая-то помощь нужна или нет, да. То есть вот здесь, наверное, какой-то речь идет о состоятельности, по большому счету, нашего государства, да. То есть, ну, с точки зрения абхазского государства, все люди, которые подпали под эти санкции, нет никаких претензий у абхазского государства. Люди там, кто-то в парламенте, кто-то герой Абхазии, да, там дирижер, там я журналист, тоже какой-то, может быть, вклад небольшой сделал в это государство в развитии. Но, то есть претензий нет. Но при этом хотелось бы, да, там это дело России, можно говорить, что это дело России. Но хотелось бы, наверное, чтобы это государство, вот эти институты огромные, которые мы ходим на выборы, для чего ходим, тоже как бы, чтобы было понятно, что это государство для ее граждан, для того, чтобы они защищали. Да, там ты не можешь там прийти на место российского Минюста там, или на место российского суда вынести какое-то решение, там, снять или отменить что-то, да. Но ты можешь заявить о своей позиции. Мы этой позиции абсолютно не слышим. У меня там 5 дней прошло. У Кана и у Ливана уже 2-3 месяца эта история тянется. Но мы хотим, чтобы государственные институты, министерства, там, все эти службы членораздельно сказали, что эти люди добропорядочные граждане, что мы к ним претензий не имеем, что вот эти причины, по которым там все это, как бы их лишили гражданства, и которые имеют там абхазскую базу, они у нас как бы не квалифицируются как какое-то преступление или что-то. Ну, что-то сказать. Ну почему эта власть молчит? Любая власть, я не говорю, там, без разницы, кого бы избрали. Кстати говоря, и политические партии тоже молчат, я не знаю почему. Да? То есть, я вообще говорю об абхазской состоятельности. Какое мы государство строим? Абрикафа рада, крыж рада, يجيب احتب شو تنزح حنيب وبريحة سقوط وبراد واحد قوس رحمه زوي أبسنح حيت أبصر حيت أبري زياح أبري تشتك حنا خطوه حنا خطوه ويتساس من خم يبقاش حسقوس ويخفيه حمش وزكيح بيتشو حسوا حكونا جوا تبري خطرك قصدوك. Ну, меня это волнует. Я там буду, как оспаривать в суде, да, где денег, собственно, не имею, живу скромно, очень скромно, да, помогают мне адвокация, я выбрал одну адвокатскую контору, да, спасибо ей, она будет меня, вести мои дела. Но мне хотелось бы, чтобы какую-то поддержку сказал, Минюст пришел бы, спросил бы, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой, да, то есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить. То есть у нас, вот мы создали кучу институтов, а внутреннего содержания нет. Есть там автомобили, есть бензин, выделяемый аппарат, там, я не знаю, на командировки. Зачем вот это все, объясните мне. Для чего это делается, если не для граждан? Вот у меня единственная вот эта проблема, да. С этим иноагентством я как-то проживу. Да. Наверное, как бы определили, и мне даже иногда приятно, да, на родине почетной грамоты не получил, но там как-то определили, что, в общем-то, мой голос где-то слышат. Спасибо. Общали мы, что наши проблемы растут оттуда, да, то есть вы оттуда, то есть это проблемы там надо искать. Я тоже с этим
сталкивался, то есть останавливать нас на границе, останавливали уже года 2-3, как останавливают на границе, там какие-то беседы ведут, что-то узнают, и многие, кстати, говорят, что когда уже там начинают возмущаться, что вы возмущаетесь, оттуда идут сигналы. При этом мы, кстати говоря, в СГБ ходили, это вот в прошлом году, в СГБ ходили, глава СГБ очень так, а я вообще не в курсе, то есть, ну, такой, как будто был там какой-то кооператив по продаже пирожков возглавлял, и он не был в курсе, что долгое время там его граждан останавливали. Сейчас он его не работает, но тем не менее там у нас власть сменилась, да, я хотел бы, чтобы эта власть как бы по новой как-то перезагрузку какую-то устроила, ну, по крайней мере, есть такая возможность. И на этой базе я бы хотел бы, наверное, чтобы какое-то парламентское расследование произошло, все-таки какая-то утечка информации идет, то есть на границе те же были списки абхазских граждан, людей, обычных людей, там, не обязательно они политически активны были, там, я как понял, передали списки людей, которые работают, просто работают обычными клерками в международных организациях, которые здесь аккредитованы. То есть абхазские граждане, там он работает, я не знаю, в ЮНИСЕФ, там Красном Кресте, но водителем будет работать, но тоже в списках. То есть людей, которые работают в неправительственных организациях, людей в общественных организациях активных, которые принимают участие, туда попали. Попали журналисты. То есть вся эта база данных отсюда проходила. Потом уже, я так понял, начали уже, когда, в общем-то, никакого наказания, ничего не последовало, уже стали уже как-то еще по-другому, более планомерно стучать. Мы уже как-то привыкли, что у нас 2-3 года здесь нас сопровождают различного рода анонимные каналы с абхазскими названиями, да, там они даже у меня такое ощущение было, что во время выборов они были частью одного штаба. Нас всех сопровождают. Да, нас всех, да. Но никакой попытки расследовать, откуда все это идет. Там много, кстати говоря, документов сливали, которым я, журналист, доступа не имею. Ну, мы не знаем, были попытки или не были. Не, но я бы хотел бы все-таки, что парламент какую-то комиссию создал бы и расследовал бы вот эту ситуацию. Насколько мы вообще, насколько это возможно? Но это уже вы как-то решите. Невозможно. Ничего невозможно. Потому что у Абхазии нет таких технических средств, чтобы найти, откуда эти телеграм-каналы. Хорошо, а телеграм-каналов вы не найдете, но людей, которые там списки передавали. Вот сейчас у меня разбирательство будет в суде, я разговаривал с адвокатами, они говорят, ну там можно найти, говорит, документы, то есть вот то, что там они в сопроводиловке сделали, это должна быть сопроводиловка какой-то документации. Кто-то, видимо, какие-то бумаги на мое имя писал, наверное, отсюда тоже писали. Там это все всплывет. И для меня это очень хорошо, если отсюда всплывет, и я увижу эти корни. Но я не хотел бы, чтобы вы потом закапывали эти корни как можете. Я хотел бы, чтобы абхазское государство в конце концов раз и навсегда начало разбирать наши внутренние проблемы, это наши внутренние проблемы. И мы сами должны их разбирать, а не отдавать кому-то на откуп. Хочу добавить позже к финалу. Вот это наша такая позиция, когда мы говорим, у нас нет возможности. Стукачей народили, я извиняюсь, но уже даже и неудобно. Каналы, там еще что такое. Понимаете, есть нюансы. Может быть, важна не ваша возможность разрешить проблему и дойти до конца, а может быть важна ваша реакция, ваше внимание. Если вы создадите комиссию, например, по выявлению вот таких антиабхазских анонимных каналов, может вы их не найдете, этих людей, которые там находятся. Но вы создадите прецедент давления. Если в следующий раз эти люди Хотя бы объявить их незаконным. делать это или нет. Если мы будем оправдывать наше бездействие, невозможность найти преступника, как знаете, тогда всю милицию надо распустить, потому что во всем мире
80% преступлений не раскрываются. Но вообще, в таких случаях здесь вот сложно. Слушай, у вас сидят, я извиняюсь, вот эти... Я вас прошу, Бартон. Да, вообще действует атмосфера сложного, так говорю. Вот это сегодня у нас очевидные вещи, правильно? И если у всех граждан, здесь сидящие, в всяком случае, представляем необходимость защиты прав граждан Республики Абхазия. И мы знаем, кто должен эти права защищать, правильно? Так же? Это же факт. Вот. Теперь, мы сейчас, здесь назад обсуждали, какие механизмы мы можем задействовать для того, чтобы заставить органы исполнительной власти начать действовать. Вот вы говорите, что вы ожидаете? Чего я ожидаю, я скажу. Я ожидаю, я хочу видеть органы государственной власти Республики Абхазия, органы власти, исполнительной, законодательной, судебной, защищают интересы граждан Республики Абхазия и суверенитет Республики Абхазия. Вот чего я жду и чего я хочу. Начал действовать. И начали действовать. Я хочу осознавать, что они действуют искренне и в своей деятельности делают все возможное. Вот я бы хотел именно это увидеть. Что конкретные предложения? Можно я... Нет, ну подождите, вот я, понимаете, мы все можем сказать, мы хотим, чтобы защищались права. Я вас почему прошу озвучивать конкретные предложения? Потому что здесь присутствуют коллеги, которые, наверное, потом уже мы будем собираться отдельно, будут эти идеи уже озвучивать так, чтобы мы проголосовали или приняли какие-то меры. Поэтому прошу вас... По их законам, соглашение у нас это не прописано, они считают первичным, если человек имеет гражданство, то все остальные. Как и мы. Но дело в том, что может соглашение внести какие-то изменения, чтобы эту ситуацию изменить. Давайте об этом тоже подумаем. Я просто понял идею, что... Ну, идея очень простая. Если Россия будет относиться к нашим гражданам только как гражданам Российской Федерации, она будет применять любые меры. В том числе и те, которые применяют сегодня. То есть лишение гражданства, там, это метод устрашения и метод давления, скажем так. При этом это касается наших граждан, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Ну а как она должна к ней относиться? Ну и что нам нужно изменить? Для них первично то, что он гражданин России. Все остальные гражданства для них не имеют никакого значения. Когда они руководствуются этим. Может, между Россией и Абхазией, может, в этом соглашении внести изменения, где четко будут прописаны, какие взаимоотношения и что первичное и вообще что вторичное. Ну хорошо, допустим... Илья Сидикович, вот то, что вы сейчас правильно сказали, вот то же самое зеркальное должно быть и для абхазов. Но абхазское государство так просто себя не ведет, чтобы вы понимали. Я понимаю, что абхазское государство как себя ведет, не его видели, к большому сожалению. Есть у нас договоренности, которые говорят о взаимном признании закона. Во-первых, это взаимное признание. Хорошо, я обещаю, я рассмотрю этот вопрос, изучу его. Да? Надо Я для себя пока не очень понимаю, кого вы общаетесь. Не дожидаясь, когда мы общественники, нам никто за это деньги не платит, чтобы мы защищали чужие интересы. Не дожидаясь этого, вы, как наделенные всем необходимой власти, можете вызвать соответствующие структуры, поставить вопрос о их соответствии занимаемым постам, ввиду того, что они игнорируют свои обязанности, вызвать посла Российской Федерации вот сюда на ковер, вручить ему ноту и тем самым сделать, как вы знаете, превентивный удар. Если вы на это отреагируете жестко, завтра люди положат под ковер те решения, которые они запланированы для нас и для вас. Вот что мы видим, и чего мы ждем от вас. Как уже сказали вчера, премьер-министра у нас где было Араби, эйсер было сейчас вы родились вчера, Рейд и Агиладали, Зиман Шалазаров, как выходилось, Нижла, Рахиан, Миштез, Уиза, Сия, Йопшез, Уи, Изельчерович, Гехот, Пирога, Джо, Усрархет, Джимшинов, Изергаз, вот я бежал в течение 7 дней,
Естественно, 7 дней это надо обжаловать на территорию Российской Федерации. Это нужно доверенность, это нужно легализовать, и сложности большие. На сегодняшний день 4 человека, я имею в виду эти последние дни, до этого были случаи во время конфликта в Сирии, Шампура, уехал в Сирию, ответил Бат Халашана по Туртуранке, Азискар Пшик, Узбабарас Хафизджу, Видеге, Ешеватия, Видавхит Рабхирия, он нас еще, это вчерашний день Эйшца, где же Раба Рамида, Раджи Дмитрий, Дуги Хумтада, вот Луиза Давша Дуги, Сишин Тарчу, Юмидашба, Ашбараш Даун, Алтракураш, Уйвяшек Сагир, Амавератана, Тирханвид, Швалсовший Слабук, Юмидашба, Ара, Хадбухарала, Айбешран, Дохамара. Срим, Ясвеца, Марш Бецдатана, Килия Мурат, Ра, Аяйр Проспектуча, Аткан, Аджаусилот, политика Гдала, Матумзерги, Хаджабала, и ведут на себе комнаты, нахуй здесь, его, и бейха было зло, Ацахаюку, Аткан, Аджаусилот, и Хаджабала, и Гид Хадждам, что Ханипи, Вявшик Сазииз, Гидала, Зажинчавшись, Уги, Рачи и Виза, и Пылара, Аиба, Лазиш, Бешцос, Вода, Нуртуланч, Бав, Басад, Доуштрумас, Джоу Шараби, О, Ара. Вообще, Ара, Хайпширов, среди журналистов, там из Хачас, Фотохаеваза, дочер формат Кала. Выдержал год Хайпширов. Режим Зыбанцев, Зеркал, Господомах, Убар, Кузак, Рабши Рикарко, Айви Рархов, Убрашера, Обсинил Шердари, вот и был Саши. Успеяет. Если ты ешь, лучше Рахзом, у вас Рарко. В том-то, да, Сейсахаль Фериш, Анаги, Абсилу Ирго, и Хадзгалом, Созда начала, Шаджаку имя Пиздец. Уджики Арникас, Отфаху, Ехара, Отцохтана, Саадри Бальзахана, Агар Сараи, Фастузала, Отхарак, Курсту, Отхарак, Абсния, Уябжги, Пусчу, Саадки, Мирихана, Бальбецаль, Рахама, Ирейхов, Закидул, Зашият, Яшин, Сулша Зала, Насгир, Абрцзицбух, Зицбух, Схадскош, Пшу, Япсачир, Гестаху, Пшу, Рахин, Бивиджа, Ища, Куджа, Урстула, Интарак, Царакцо. Ну, и Цердуру, Барасуй, Уждуру, Ахаяша, Хаким Радалги, Мушфак, Мушфак, Рабшалас, Чудан, Ябири, Альцара, Зван, Шичапи, Аклиника, Авштыктача, Рыдерпуло, Ахауизи Янгул, Бешица, Урстула, Интарак, Тамнул. Яха, Виджа, Яйт, Туртуанти, Ахаджа, Сару Пурамадзамас, Йоуч. Ахасарей Насчнамни, Флия Хасиджу, Дажагана, Янгаута, Кабха Паспорт, Нукуица, Абриатарка миграционная Альтаги, Унапаци Вихан Илки. Напальцы верти Гуштаз Минуткалхан, Асиек Ашталхан, Яларройна Бархо, Койл Базрабха, Убриасия Нилбан Дитагалана, Наса Телдасна, Абупа и Хабада Алдан, и Тафиш Хабубат Басак, или Яхану Адантулана, Вайера, Туртулу Хаштот Хайалдан, Маса Пснистан Шарао, Рахи Хана, Рахи Фирхана, Рахи Ахадзтур, Уйдет Сулан Замус, Уйдет Турпан Милатла, Уйдет Дирханвен, Дашин База, Тарек Пушки. Сара, Ецбир, одного министра, Ждуров, Сара, Сара, Наса, Читали,
Сачветера, Хайбушера Полотка, Дела министра Чесова, Айбетми, Амнисаси, Чуз Рыш, Череда, начала Акаджа, Терапратика, процедура, Зердо, министр юстиции, Айча Геридихама, вы Чезовусу, Проекши Захана, Хазаштым Зовусу, и защищен Герзиль, Дара Амба, Распи, Рустила и Рушара, Учитель Харри Гишас Симо, Азаров, Русане, Арем Школьза, Настрел, Шпах, Ревинах. Рараген, Шкехо, Рараги Зимао, Ахаяца Шепстову программ. Туртула Инкара, Дегибита, Инкара, Проблема Хамус. Иорданию, Египет, Мисра, Мисра, Джигюти, Ахет, Прохадеру. Это Туртула Инкара. Сарайзы, Убезерано, и Ялла, Зарейпшира, Цара, Хатарна, два. Я Судай, Убитин, Царом, Супада, Чирберту, Лаги, Цара, Шарио, нас Стамбулио, Генконсу, Хаварки, Генерацию Жена, Уэстара, Ашипурду. Сара Худжи, Нацичный царство, Хогана, Алха, Шидер, Александр Хаманха, Хусартаджон, Уграбия, Сыпшан, журналист, журналист, он сара утер выход хагцем, сушура, еще уже рамка. Я сейчас ходил сара выход хагцем, спрохал что нельзя, а не спрохал сушура. Абрай, того, депутаты шхасты, джули видим, хайцна пороха, обречено это дело не ангстаха, Иордания. Туркия, Хаши, Ванза, Ивания, Хаши Фазалия, Алинкарич, Цараш, Рустон, Цараш, Хайтау, Уэхара, Хумпада, Тулу, Русту, Хаму Бабузи, Харехипо, Алинкарич, Джинжуа, Харей, Мадерац, Хашибжо, Тулых, Лишапшечки, Ихо, Ринхара, Ринцера, Хара, Ишан, Хмижо, Убри, Рахар. Аша сапши он чушам саша бюро нас где хатду за ши улстула и со хатду за ши штаны Ливан Иордания и оттуда ваби тулова изма улстула Стамбул виза хаю уржит хахдана шалах вилах зала срея бас тел штухна Инкарика, Ацарак, известно, Агресу, Харах, Джинджуа, это проблема Хамас. Мышпак, по-моему, Алху, Попаланза, Мышпак, Шада, Зейби, Жахаюха, Асис, Чахтан, Хараран, Дали. У Бертрахин, и Випшва, Рабхадия, и Випшва, и Ветулу, и Хом, что шрила, и Миррила, и Ратана, Анна Ипцина, Шдзала Хараха, Джимзерик, Пархада, Хэмтати. Амчерпа, Яхамо, Литвати, министр Ома, СДБ, Хазур Ома, Литвана, Рабхадия, просто равно Сара из Хусхау, Зидир, Сасатамас, Абрай Нитхайл, Хардар, Хоп, Йохтоп. И также что зарабатывает проблемы реализации суда. Я уже там я плохо, а то это Москва его аду ограниченный министр сообщил сразу, а то за директор Амриташара Ганашова, а Винфару Буйкой, Хабу себе, Наскивей Толос. Я не сейчас. Хорош диаспора Ганашова, Арабрахаба Шахту, Ахашара Хан, Винфару Юфо, ты было за Шахарах Турузова, Усаду Турузова. А то за царя сыпаться диаспорально, мы вам не вмешиваемся, не мешаем. Мы вместе государственный просим нас тут ставить. Естественно. В этом. Но последнее, все создают Зубсию, Итагова Мило, Зуба Абсурова, вот зачем. Абри, Зубачи, он гимназия Зиндеро, и Уширов, Алусура, Дарья, проходишь. А вам Абсура,
yaşıtsa, yokşutsa, yağdı, ima o vaş geliştir, yetiştirmeyi rayr ediyor şiş. Yok сейчас хотя антиципированно шир, а я всего. Как у нас на потерявшись Герасиму, вероятно, я поставил из Герасиму. Владимир Николаевич, специалист, офицер СМН. Не только в парламенте, не только государственные деятели, значит, действующие, но и представители общественно-политических организаций, партий, не все высказались на этот счет, в том числе участвовавшие во всех этих мероприятиях. По-разному нас тоже называли в различных телеграм-каналах, анонимных источниках. Нас тоже это беспокоит. Или же, например, вчера, ни в коем случае не воспринимайте как там претензию. Вчера кто-то, значит, протестовал против нас, что мы аэропорт неправильно принимаем. А сегодня он выступает и благодарит избирающуюся команду за то, что, значит, они аэропорт запускают. Ну, тогда и общественность, и люди начинают дезориентироваться в подобных ситуациях. В остальном, конечно, ситуация ясна. Что касается вновь избранного президента Бадра Зулатовича, ну, сейчас я не склонен говорить, как они будут на это реагировать. Мы эти вопросы, конечно, будем обсуждать. Да. Что касается непосредственно деятельности центральных органов власти, в том числе Министерства иностранных дел, я совершенно согласен, мы должны это обсуждать, и должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это так. Вот я в частности говорю о нашем коллеге Кане Кварче. Да? То есть это люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Мы должны для себя разобраться в ситуации. В целом там посыл понятен. Будем обсуждать с коллегами и думать, каким образом быть с этой ситуацией.